Визит депутата Госдумы начался с аэропорта Чульман. Возможность прибыть на место самолетом сегодня временно недоступна. Реконструкция аэропорта идет полным ходом в круглосуточном режиме. Протяженность взлетно-посадочной полосы 3600 метров, ширина 45 метров. Покрытие укладывают в 2 слоя современной техникой. Работы должны быть завершены осенью, и после сертификации в ноябре самолеты вновь начнут заходить на посадку по новой полосе. Конечно, для Нерюнгринского района это очень важное решение, и я надеюсь, в соответствии с теми планами, которые есть у заказчика и у подрядчика, все будет выполнено в установленные сроки. Есть некие вопросы, которые мне были заданы подрядной организацией, я обговорю их с заказчиком, и я надеюсь, что мы постараемся их урегулировать. Следующим пунктом визита стал осмотр хода строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в поселке Чульман. Строительство ведется по программе «Газпром детям» в рамках соглашения о сотрудничестве между Якутией и публичным акционерным обществом «Газпром». В данном этапе выполняем работу по монтажно-металловой конструкции и бетонная работа. Подготовительная работа по прокладке сети, то есть хотим до начала репетиционного сезона закрыть здание. На горно-обогатительном комплексе Денисовский Галина Данчикова встретилась с коллективом компании «Колмар», где поделилась актуальными для сотрудников законопроектами и дала возможность задать присутствующим интересующие их вопросы и внести свои предложения. Такую сеть создать санаторно-курортных лечебниц или здравниц на территории республики, не выезжая за территорию. То есть на той базе, которая у нас сегодня имеется, непосредственно и у вас есть лечебные источники, постараться создать такую базу, чтобы и дети, и взрослые могли оздоравливаться внутри нашей республики, не выезжая за пределы. На встрече с коллективом Нерюнгринской центральной районной больницы были подняты острые для района вопросы, а именно нехватка кадров. В городе Нерюнгри 58 тысяч человек населения. И программа «Земский доктор» не работает на нашей территории. Соответственно, условий для привлечения молодых специалистов, таких конкурентоспособных, у нас нет. Если же внести изменения в постановление правительства и сделать такое исключение, чтобы эта программа работала именно там, где это необходимо, и в населенных пунктах с большим населением, как город Нерюнгри, на территории всего Дальнего Востока. Вопросы здравоохранения важны для каждого поселения и каждого человека, и они будут решаться на федеральном уровне. Галина Данчикова посетила также аптечный пункт, ознакомилась с ассортиментом и ценовой политикой. Кроме того, посетила почтовое отделение. Эта тема у меня была постоянно на контроле, потому что периодически появлялись обращения глав наследников о том, что их отделения закрывают. Но, однако, хорошо, и слава богу, мы с этим справляемся как-то. Все отделения у нас функционируют. Мы считаем, что это очень важно. Завершилась программа пребывания депутата Государственной Думы Галины Данчиковой в Нерюнгринском районе встречи с активом с участием руководителей предприятий, общественных и профсоюзных лидеров. Были подняты разноплановые вопросы, волнующие население. Депутат Госдумы по каждому вопросу высказала свое мнение, дала ответы и взяла обращение в свою работу. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.